Салям алейкум. Заболевание лор-органов – одна из наиболее часто встречающихся патологий как у взрослых, так и у детей. Какие факторы влияют на развитие воспалительных заболеваний лор-органов, какие существуют методы лечения и профилактики, поговорим сегодня с врачом-отоларингологом Сабиной Сапаевой. Хош келдіңіз, Сабина ханым. Скажите, пожалуйста, какие заболевания у детей, лор-заболевания, встречаются чаще всего на сегодняшний день? Ну, можно сказать, все заболевания лор-органов очень часто встречаются у детей. Это и острые назофарингиты, то есть любая острая вирусная инфекция сопровождается какими-то воспалительными заболеваниями носа и глотки. Это острые назофарингиты, острые риниты, аденоидиты, да, острые танзилиты или ангины их называют, да, ларинготрахеиты. То есть это, в принципе, прерогатива лор-врачей. Аденоиды – одна из наиболее частых, да, сегодня проблем у деток. Могут ли они быть бессимптомными? Конечно, могут быть. Ну, вообще мы должны понимать, что аденоиды, да, это не диагноз. Аденоиды, они входят в состав лимфоглоточного кольца Пирогова-Вальдеера. То есть это периферический орган иммунной системы, как небные миндалины, аденоиды, это носоглоточная миндалина, тубарные, да, миндалины, задние фолликулы на задней стенке глотки. То есть это наша защита. Но под действием определенных факторов, да, а их множество может быть, это вирусная этиология, бактериальная этиология и так далее, они начинают разрастаться. Поэтому, мы же учитываем объем носоглотки у ребенка. При достаточно хорошем объеме носоглотки аденоиды могут быть второй степени, и они абсолютно никак не отражаются на самочувствии ребенка. То есть это бывает порой просто находка. Тогда мы их наблюдаем где-то до 12-летнего возраста, и они будут редуцироваться, они уменьшаются, и большая нагрузка идет все-таки на небные миндалины. В каких случаях требуется операция при гипертрофии аденоидов? Ну, когда идет гипертрофия аденоидов, да, вследствие частых аденоидитов, длительного воспаления аденоидов, что происходит? Это частые рецидивирующие отиты, да, эксудативные отиты, которые приводят к стойкому снижению слуха. Это гнусавость голоса, это изменение прикуса, это формирование аденоидного типа лица, да, это приводящие к возможному далее прогрессированию состояния к синуситам. Да? Ну, то есть там много причин, которые могут приводить уже к оперативному лечению. То есть мы наблюдаем ребенка в динамике, и если до 5-летнего возраста, зачастую 5-6-летнего возраста мы не справляемся с этими проблемами, да, мы видим, что, допустим, в течение полугода уже 5-6 отит. Ну куда? То есть это все-таки будет сказываться на будущем ребенка, да, на состоянии его слуха. Тогда мы рекомендуем удаление аденоидов. Какие симптомы у аденоидов? Это затяжной насморк. То есть обычный насморк, даже можно его не лечить, он проходит за 7 дней, ну зачастую. Если мы видим более длительный насморк, да, храп, характерная, да, жалоба, храп порой бывает с приступами апноэ, да, у ребенка, гнусавость голоса, да, у ребенка, опять-таки частые отиты, да, кашель, да, ощущение кома в горле, першение в горле, да, что еще? То есть длительность насморка, которая приводит далее к заболеваниям нижних дыхательных путей, к синуситам. Ну, в принципе, это вот симптомы аденоидита. А можно ли убрать симптомы аденоидов без операции медикаментозной терапии? Конечно, мы в первую очередь прибегаем к консервативным методам лечения. Мы должны разобраться, во-первых, с причиной. Да? Причиной могут быть аллергизация организма. У детей это одна из частых проблем. То есть это аллергические риниты, приводящие к частому воспалению аденоидов. То есть это пищевые аллергии, да? Это аллергии на бытовые какие-то аллергены. Да? У детей атопиков, то есть с атопическими дерматитами, да, мы наблюдаем. Мы должны разобраться с той флорой, которая
присутствует в организме у ребенка, которая тоже может являться провокатором воспаления. И мы, естественно, применяем консервативную терапию. Если мы определились с аллергеном, мы убираем источник аллергена, да? Мы назначаем противоаллергическую терапию. Это мы назначаем назальные гормоны в нос. Да, один из действующих методов лечения. Это уже симптоматическое лечение, то есть муколитическая терапия, как я проговорила, противоаллергическая терапия, да, противовоспалительная терапия, иммуностимулирующая, иммуномодулирующая терапия, укрепляющая терапия для детей. То есть это все в комплексе мы проходим. Вот. Ну да, обследуем ребенка. Если мы видим, что в динамике на фоне консервативной терапии у нас абсолютно динамики по состоянию здоровья ребенка нет, тогда мы, конечно же, рекомендуем оперативное лечение. Еще одно часто встречающееся заболевание – это отиты. Почему при этом заболевании иногда назначают антибиотики деткам, а иногда нет? Но это мы смотрим уже по состоянию барабанной перепонки и состоянию среднего уха. То есть если мы видим обычный катарчик, то есть легкое покраснение, то есть это большая реакция идет за счет слуховой трубы, за счет того, что нарушается вентиляция слуховой трубы и среднего уха. Мы наблюдаем, если у нас не отсутствует температура при этом, если у нас общее состояние ребенка не нарушено, да, тогда мы назначаем противовоспалительную терапию, вот, и наблюдаем, как выходит с этой ситуации ребенок. Если у нас лихорадка, если барабанная перепонка отечная, набухшая, да, выраженная боль, слабость, симптомы интоксикации в организме, конечно же, мы назначаем антибактериальную терапию. И порой ребенку все-таки быстрее и качественнее, чтобы быстрее восстановить его общее состояние, делаем меринготомию. Это уже оперативное лечение. Вот, работаем с барабанной перепонкой. Опасны ли детские ангины и лечат ли их тоже всегда антибиотиками, либо не всегда? Ну, конечно, опасные ангины. Во-первых, мы должны определиться с этиологией этой ангины. Ну, то есть, если причиной воспаления небных миндалин, ангины, острого танзелита является стрептококкус пиогенус, тогда это чревато осложнениями со стороны нашего органа в целом. То есть стрептококкус пиогенус, да, он не так страшен для миндалин, как страшен для сердца, суставов и почек. Да, это тропные органы, которые повреждаются при воспалении. Вот. Но мы смотрим по характеру воспаления, да, по характеру налета. Да. Мы берем мазки, желательно брать, правильно брать мазки, на флору выявить, да? Но мы зачастую назначаем антибиотики широкого спектра действия, чтобы не упустить момент. Бывают ангины бестемпературные, да? То есть говорят, налеты есть, а температуры нет. Очень часто это характерно для острого танзелита, причиной которого является кандида, грибковая флора. Тогда мы наблюдаем, то есть это мы смотрим и определяемся с характером налета. Если мы видим все-таки кандидозные наложения, тогда мы назначаем противогрибковую терапию параллельно с противовоспалительной терапией. А бывает ли, что детям удаляют небные миндалины и почему? Конечно. Гипертрофия небных миндалин тоже один из частых диагнозов в лор-практике. То есть если мы наблюдаем миндалины второй-третьей степени, которые блокируют носоглотку, да, которые провоцируют опять-таки формирование аденоидного типа лица, такие же рецидивирующие отиты, гнусавость голоса, храп, то есть в принципе с аденоидами очень схожие, да, симптомы, тогда нам приходится прибегнуть к удалению небных миндалин. Как часто может болеть ребенок и как долго у него может сохраняться насморк, и может ли он быть постоянным? С чем это связано? Ну, как мы в начале передачи с вами проговорили, мы должны определиться с причиной насморка, да, скажем так. Если причиной насморка является аллергический ринит, а это тоже длительный насморк, и тоже будут слизистые выделения из носа, и тоже будет чихание, то он же не опасен для окружения, да? Но у него будут проявления насморка. Поэтому очень часто пациенты приходят и говорят, можно нам посещать садик или нет. Естественно, я скажу, можно,
Да? То есть больше дети будут для него представлять угрозу, потому что плохо дышащий нос, некомфортно дышащий нос, в принципе, это уже ослабление иммунитета. Вот. Он может посещать садик. Насколько частые насморки? Ну вот проведя статистику западных, да, там, публикаций, вот ранее мы говорили, там 10 раз в год ребенок болеет, это очень часто. А сейчас вы можете прочитать, 16-20 раз в год болеет ребенок, и это считается нормой. И мало того, они насморки не лечат. Ну вот он ходит с соплями, да, и там какая-то симптоматическая терапия легкая есть, и все, он так и ходит. То есть идет формирование образного иммунитета. Да, насморком, да, острым танзелитом, да, ларинготрахеитом идет формирование иммунитета. То есть пока мы кормим грудью иммунитет мамы, потом начинается работа нашего иммунитета, активная работа иммунитета. И мы просто аденоидом, миндалином, да, помогаем работать в формировании правильного, качественного иммунитета. Ну, болеет часто, болеет, да, мы им помогаем. Но сказать, что часто болеющий, не часто болеющий, у нас уже нету такого диагноза. То есть нет уже такое понятие среди врачей, вот раньше был часто болеющий ребенок, да? Ну, кто-то из педиатров проговаривает как бы эти моменты, рекомендует не ходить в садик. Но я сторонница того, что в любом случае ребенку придется сталкиваться с той инфекцией, с которой ему придется жить. В садике он ходит в садик, формируется коллективный иммунитет, правильно же у ребенка? То есть мы знакомимся, наша инфекция знакомится, да? И все, у нас сформировался в этом обществе, пусть в ограниченном количестве, да, человек, у нас сформировался коллективный иммунитет. Сегодня не в садике сформируется, он будет в школе формироваться. Но этот этап все равно в любом случае нужно пройти. Правда ли, что если ребенку промывать нос солевыми растворами, либо ирригаторами, то это может грозить отитом? Конечно. Ну, смотря в каком состоянии ребенок. Мы должны учитывать на данный момент общее состояние ребенка. Если у него достаточно грубое искривление носовой перегородки, если у него аденоиды 2-3 степени, с гипертрофией небных миндалин 2-3 степени, то есть при гипертрофии тубарных миндалин, окружающей устье слуховой трубы, да, вот мы промыли. Там аденоидная ткань, она прикрыла устье слуховой трубы. Что происходит? Раствор останавливается в среднем ухе образно, формируется эксудативный отит. Поэтому при аденоидитах, при гипертрофии 2-3 степени, при танзелитах или гипертрофии небных миндалин, при достаточно грубом искривлении носовой перегородки мы не рекомендуем промывать нос. Да, орошение легкое, да, то есть побрызгали и высморкнулись, пожалуйста. Но вот это активное промывание, или в любом случае это должен делать квалифицированный, да, специалист. То есть пришел ребенок на осмотр, мы провели ему хорошую аномизацию полости носа, мы открыли носовые ходы, и мы под контролем, под моим контролем, да, промыли нос, да, промыли методом Проэца, его еще любят называть, ну не то, что любят, кукушка, да, мы его называем, этот метод промывания. То есть электроотсосом забираем всю слизь или гнойное отделяемое, которое находится в полости носа. Обязательно ли детей с отитом, ринитом и фарингитом показывать лор-врачу, либо достаточно педиатра? Ну, лечение детей начинает педиатр, семейный врач. А мы уже подключаемся к лечению, к обследованию. Если семейный врач не справляется с той функцией, которая на него возложена, если он видит отягощение данных симптомов, тогда он уже подключает и рекомендует обратиться к лор-врачу. И заключительный вопрос, не менее важный, это методы профилактики лор-заболеваний у деток. Ну, во-первых, положительные эмоции – это первый момент, общеукрепляющая терапия – второй момент. То есть мы, живя в Крыму, то есть мы советуем часто, да, родителям: выезжайте чаще на море, к морю, да, чаще горы, солнце, свет, вода, свежий воздух. Это общеукрепляющие, да. Опять-таки
это витаминотерапия где-то. Но я не сторонница постоянной иммуностимуляции организма, честно. Я считаю, что ребенок должен, вот как он растет, как он сталкивается с инфекцией, да, с бактериальной инфекцией, с вирусной инфекцией, он должен ее побороть. Не надо его сразу кормить всеми иммуностимулирующими препаратами, которые есть в аптеке. Вот ко мне приходит ребенок, он уже приходит с интерферонами внутрь. Для чего? У него есть собственный интерферон. Пожалуйста, пусть работает сам. Дайте вы ему возможность поработать. Я не хочу, чтобы ребенок болел. Но это же неправильно. У нас живой организм, он должен болеть, он должен знакомиться все, что нас окружает. А у нас не успел ребенок первый день заболеть. Виферон я ему дала, гриферон я ему закапала, кеферон дала. И пошла целая серия противовирусных препаратов в организме у маленького, порой даже месячного ребенка. Ну, как бы я не согласна. Вот. Ну, то есть работать с иммуномодуляцией, да, там, периодически контролировать наличие глистной инвазии у детей. Это один из частых, кстати, признаков снижения иммунитета и аллергизации организма. Мы как бы на это не обращаем внимания, но глисты, они могут быть у детей, особенно посещающих садик, да, то есть острицы, мелкие глисты, они могут быть, а это проблема. Çok sağ olun, Сабина Ханам. Как мы и сказали в начале программы, заболевание лор-органов – одна из наиболее часто встречающихся патологий на сегодняшний день. Не пренебрегайте лечением и методами профилактики. Будьте здоровы!